15 апреля профсоюзы провели митинг на площади Свободы, выдвинув экономические требования. К митингу присоединились оппозиционные и общественные организации. Они переросли в политические. Митинг требовал проведения референдума со следующими вопросами. Нужен ли в республике институт президентства, доверяете ли президенту, не выходить на забастовки, не останавливать и так остановившееся производство, производить какие-то продукции. Но люди нас не поняли, говорят, вы нам не нужны, такие вот слабые. И вот требования от людей мы сегодня собрали вот этот митинг. Первое. Прекратить законный митинг. Сегодня исхода дня. Созвать общенациональный митинг в защиту суверенитета Чеченской Республики завтра с утра. Общий национальный митинг. Мы наслушались на митингах, но для принятия кардинального решения мне необходимо услышать избирателей и господин народ, который меня избрал на пост президента Чеченской Республики. Я еще раз заявляю, если народ от меня потребует, тот народ, который меня избирал, принять любое решение, то ли это новые выборы, то ли какие-то организации необходимы для чеченского государства и его народа, я готов повиноваться воле народа безоговорочно. На следующий день на площадь Свободы шли сторонники президента. Митинг объединенной оппозиции переместился на Театральную площадь. Дудаев выступил перед собравшимся, сообщил о введении прямого президентского правления, поручил вновь назначенному вице-президенту сформировать правительство и зачитал указы об отставке кабинета министров, распуске парламента и введении комендантского с 24 утра. Учитывая сложившуюся ситуацию, председатель парламента Хусейн Ахмадов подал в отставку. Сложились рабочие депутаты сторонних и продолжили работу. Через несколько дней силы, верные президенту, заняли здание парламента. Законодатели были вынуждены покинуть свои кабинеты. В полуподпольных условиях парламент назначил вице-премьера бывшего правительства Мамадаева премьер-министром нового правительства и утвердил кабинет министров. В Чечне появилось второе правительство. Конституция не дает права Дудаеву приостанавливать либо распускать парламент, поскольку мы не его подчиненные, мы являемся высшим органом законодательной власти. И наоборот, согласно Конституции, парламент имеет право отстранить президента от этого поста в случае он нарушил Конституцию, совершил преступление и по болезни. Еще до начала этих событий парламент внес изменения в Конституции о разграничении полномочий президента и премьер-министра. Видя, что президент давно находится за пределами Конституции, назначили премьер-министра. И согласно Конституции утверждаем тот состав, который предлагает новый премьер-министр. Что же касается президента, он вразрез с Конституцией оставил премьер-министра,
и не согласовываясь с парламентом, тоже вразрез с Конституцией, утверждает новый состав Кабинета министров. В ближайшее время будет установлен конституционный порядок. И будет только одно правительство. И те министры, и те лица, которые участвуют в государственном перевороте, установлении единоличной авторитарной власти, будут квалифицироваться как преступники. У нашего министра обороны есть армия. Она подчиняется? Она подчиняется министру обороны. Второе. У нашего министра внутренних дел есть милиция, сила, во-первых, за нами, и мы ее продемонстрируем, но невооруженным путем. Я и члены парламента, как настоящие патриоты своей родины, своего народа, никогда не допустим, чтобы пролилась кровь. И поэтому мы сдерживаем те силы, которые готовы бы сегодня смести вот эти незаконные структуры действия. Конституция дает парламенту право на проведение референдума. Использовал свое право конституционное парламент по требованию большинства граждан Чеченской Республики, согласно закону о референдуме и Конституции, назначил референдум, и референдум состоится. Напрямую подчиняется президенту республики батальон специального назначения. Его называют Абхазским. Все, кто служит здесь, добровольцами воевали в Абхазии. Были в Карабахе на стороне Азербайджана. В настоящее время сформирован второй такой батальон. Напрямую подчиняется президенту и подразделение воинов-афганцев. Как профессионалы мы знаем, после раны должна быть лечение какое-то, лечение. Началась терапия, понимаете? Вот. Я думаю, вот с сегодняшнего, с завтрашнего дня мы потихоньку наведем порядок в городе и в республике. Мы говорили в городе с людьми, с автоматами, их останавливали, и они представляют и оппозицию, и парламент защищают какие-то люди. Они говорят, что они просто так оружие не отдадут. Что Мы не будем у них спрашивать, отдадут они просто или нет. Об этом предупредили в средствах массовой информации, что люди с оружием позволяли, что есть специальное подразделение при президенте, и если будет указано то, чтобы вот эти вот воинские формирования незаконные, чтобы разоружать. Будут разоружать. И для того, чтобы целый народ чувствовал себя спокойно, если мы одного, двоих, троих или 10 остановим, по-моему, от этого ситуация не изменится. Наоборот, в лучшую сторону будет. Вы знаете, я допускаю то, что там есть такие же сильные ребята, как и вы, которые просто так оружие не отдадут. Мы себя считаем волками. Весь мир нас уже принял как волков. Победителями, когда они обычно сталкиваются с кабанами. Если президент, которому вы подчиняетесь, отдаст приказ, который покажется вам, неправильным, скажем, вы будете выполнять? Если все-таки неправильно будет приказ отдан президентом, мы все-таки тоже можем к нему пройти. Мы можем его убедить, потому что это неправильный приказ, чтобы он отменил это все. Это же в наших силах. Так что мы можем убедить, если это неправильно. Так нас же много, он один может, если ошибиться. Но если все-таки не убедим, мы все обязательно не пойдем, не сделаем этого. То есть противозаконного, противочеловеческого мы не пойдем. Взять бы всех наших руководителей, да, и вот послать бы их в Абхазию, сделать из них отдельную там штурмовую бригаду, да? Вот. Пусть они с неделю воюют, пусть сырые мандарины покушают. Тогда, если они почувствуют вот, голод, холод, запах от этой крови, от этих свист шальных пуль, громкие
снаряды, которые разрываются метров 20 от тебя. Вот они вот поняли бы, что все надо решать мирным путем. Если даже завтра у вас в России, не дай вам такого, Бога не приведи, случится такое, что на вас пойдет В Чечне найдутся добровольцы. В Чечне найдутся добровольцы, чтобы помочь русскому народу. Это 100% гарантия. Я вам говорю. Мы можем гарантировать, что здесь найдутся сотни таких ребят, приехать и помочь мирным жителям России, которые оскорбляют солдаты или, допустим, или милиции, кто бы там ни был. Вот, мы готовы действительно приехать и помочь. Митинг на Центральной площади проводит Совет глав администрации республики. Штаб митинга возглавляют Саламбек Хаджиев, бывший министр нефтехимической промышленности СССР, член-корреспондент Академии наук России, председатель Северокавказского демократического конгресса, Абдулла Бугаев, доцент университета, лидер партии МАШО, Илеча Умхаев, лидер партии Даймох. Среди митингующих представлены практически все социальные слои. Много учителей, врачей, преподавателей вузов. Именно по ним в первую очередь ударил кризис. Основное требование митингующих осталось ним – проведение общереспубликанского референдума. Сторонники Дудаева обвинили лидеров митинга в разжигании гражданской войны и объявили им кровную месть. В ответ появились листовки с угрозами в адрес президента и его соратников. Поставить вопрос о новых сроках выборов всех структур власти, выбираемых народом, и решить вопрос о проведении референдума. Но мы убедились, что Джохар Дудаев воспользовался уже заранее подготовленным сценарием, воспользовался этой очень сложной кризисной ситуацией и предпринял шаги, чтобы сосредоточить власть в своих руках. Он принял антизаконные, антиконституционные указы, в частности, о приостановлении деятельности парламента, о введении комендантского часа и так далее, и так далее. То есть мы однозначно можем сказать, что он просто ожидал эту ситуацию, чтобы в республике установить авторитарную власть. Но Джохар Дудаев выполнил требования митинга в отставку парламента. То есть... Вы заблуждаетесь. Митинг требовал перевыбора парламента, а не разгона парламента. На этом митинге демократические силы. Они не могут требовать вообще разгона какого-нибудь другого органа. Это было просто не демократично. Да Джохар Дудаев захотел так истолковать. У нас же есть официальная резолюция, принятая 15 апреля. Все-таки одной идеи суверенного государства недостаточно. Надо ответить, какого суверенного государства. Демократическое государство, где приоритет все-таки прав человека. Ну, Джохар тоже все время говорит о правах человека и о демократии. А давайте реально теперь посмотрим, какие права приобрел наш народ в результате вот его демократии. В результате его демократии нас убивают по 3 человека в сутки, как минимум. Это демократия? В результате этой демократии, значит, у нас все раздвоено. Он знает, что он не имеет права запрещать парламент, это его запрещает, приостанавливать его действия. Он прекрасно знает, что он не может закрывать городское собрание, его закрывают. У нас была встреча с Дудаевым, я предложил должность первого вице-премьера. Но когда я посмотрел его экономист-программу, я просто считал, что она не реализуема, просто, в общем-то, некомпетентная программа, и о чем ему откровенно сказал, что эту программу реализовать невозможно. Это был опять тема создания министерства, воссоздания административной системы. Я ему объяснил, что его создать невозможно, что я ему говорю человек уже, который в ней работал, что
что для того, чтобы создать административную систему, нужно по меньшей мере лагеря раз, обкомы партии 2, ОПХС 3, КГБ 4 и прочее. Ведь система она должна быть цельной. Его попытки администрировать и создать эту систему просто обречены на провал. Я в этом участвовать не могу. Консолидированные вместе согласованным действием и работаем. То есть вы работаете и с парламентом, и с Конституционным судом? Ежедневно встречаемся и с представителем парламента, согласовываем свои действия. Ежедневно встречаемся с городским собранием, согласовываем действия с частью кабинета министра. Но единственное одно условие, которое мы им всем поставили, что мы не признаем силовых методов и не собираемся ни при каких условиях допускать. Мы выступим против любой силы, которая допустит применение любых силовых методов. То есть как выступите? Мы найдем способ поднять народ против силовых приемов. У нас достаточно авторитета среди своего народа, чтобы его поднять. Ну, если нужно, предположим, в течение 2 дней здесь поставить 50-100 тысяч человек. Просто тлеет, чтобы любой день вспыхнуть. Но вы же понимаете, что тот, кто придет к власти силой и оружия, он фактически сделает из нас банановую республику. Что следующее, что он смог, я смогу. И все это бесконечная череда силовых смен. Мы этого не допустим. Мы хотим один раз сделать нормальное демократическое начало, демократический референдум, демократические перевыборы, демократическое остаться себя на родине. И мы это сделаем обязательно. Митинг не прекращается круглые сутки. В ночное время... Сегодня митинг обеспечим мы, Нательский район. Итак, у нас каждый вечер какой-то район обеспечивает митинг. Кто с какого района имеет вооружение, тот район с оружием и становится, потому что мы боимся провокации. Впереди президентского дворца стоят шилки, поставлены танк поставленный, они вооружаются. К чему они вооружаются, мы не знаем. Поэтому на всякий случай, для того, чтобы не было с их стороны провокации, и чтобы мы могли своих людей защитить, мы вызвали этих людей. Мы поддерживаем закон правительства, парламента. Скажите, пожалуйста, а вы не избирали Джохара Дудаева президентом? Нет. На площади Свободы тоже выставлены круглосуточные пикеты. Благодаря нашей сдержанности сегодня, хотя у нас в руках оружие, кровь не льется, но нас к этому, вот эта оппозиция с каждым днем, каждым часом толкают нас на это. Их объявили кровниками, если в случае прольется кровь, если начнется война, то первым спросят с них. Первым народ спросит с них. Но ни в коем случае вот так. То, что они там стоят, за это их кровниками не объявят. Никто не объявит. Если придется невинная кровь вот, за этого противостояния, то тогда первый спрос будет с них. Здесь никто не может поднять дорогу. Почему? Потому что братья никогда не поднимет. Никогда. До этого не дойдет. Мы не допустим. Война на руку может подняться? Теперь может. Клянусь вам, матери любой. Навряд ли. Как это? Теперь может. Они на театральной площади красиво заученные речи говорят. Мы за народ объединил, отошел, вот довели до ручки. А как получилось так, что они стоят за народ и против народа? Вот против народа. Кто нам ответит? Простой вопрос. Вот посмотрите на нас, вот, нам приходит, что я не простой. Ну вот я могу ладони показать. Вот, хорошо видно, парень.
созданного Кабинета министров. На церемонии не были названы имена руководителей силовых министерств. Указать, что территории города Грозного решения и распоряжения Кабинета министров Чеченской Республики, которым руководит действий не имеет. Это бумажное заранее правительство, если они попытаются действовать, мы их просто физически учредим. Сегодня президенту невыгодно говорить, что против него, по сути дела, сегодня встали все властные официальные структуры, в том числе и Грозненское городское собрание, в том числе и Совет глав администрации, по сути, 80-90% всех глав администрации нашей республики. Мы сегодня намерены действовать не сегодня, так завтра. Мне уже, честно говоря, уже надоело. Значит, тут ситуация такая. Провокаторы с президентской стороны, значит, наступают на нас, потом они занимают определенные позиции, тут вмешиваются, значит, мнимые наши старики. Вот такие разговоры, вот лишь бы кровь не проливать, давайте идемте и так далее, и так далее. То есть нас до сих пор заставляли оказываться в положении того, что мы вот из-за вот таких других намерений должны всегда наступать. Ни в коем случае. Мы сделаны из таких же костей, что и президент и его окружение. У нас точно такие же сердца, такая же кровь, такие же родственники, такие же интересы. Если кто-то сегодня пытается сказать, что президент вам сделал независимость, там, привел к свободе и так далее, я не разделяю этих убеждений. Тут до появления самого президента были молодые энергичные парни, которые были включены в национально-освободительную борьбу. И президент, в принципе, был приглашен политическими организациями, религиозными движениями. В частности, я возглавлял в то время партию «Исламский путь». Я же был и организатором этой партии. Он был приглашен в качестве такого нового лидера для того, чтобы он сумел, человек новый, не связанный там какими-то, как нас любят говорить, и тейповыми, и, как хотите, и мафиозными, может быть, и партийными делами. В общем, нам нужен был человек, лидер, который смог бы эти партии объединить и, в принципе, стать нашим символом, знаменем. В определенное время он сумел стать этим знаменем, но потом начал все разрушать, и когда он пришел к власти, по сути, он начал нас сталкивать и между собой, и губить всех соратников. Ведь сегодня, посмотрите, вот у него не осталось практически и 5-10% тех людей, тех движений, тех партий, которые привели его к президентское кресло. Вот в чем вопрос. И, уверяю вас, тут дело не в том, что здесь мы разделили какие-то денежные вопросы, там, сферы влияния или еще что-то, как сегодня президент и его команда любят преподносить эти вопросы. Я вас уверяю, что тот регион, в котором, если вопрос станет именно в отношении денежным или мафиозным или клановым, с ним на митингах, там, в церемониях никто не собирается и не будет. То есть вопрос, который можно решить за 10 минут буквально. И массовой информации других республик подхватывать именно вот эту идею, вот эти вот сплетни и выдавать всему миру, что вот тут идет вот такая мафиозная клановая борьба. Ни в коем случае мы будем действовать все
доступными конституционными способами до тех пор, пока не будут исчерпаны именно эти возможности. Ведь президент на самом деле сегодня стоит вне закона и говорит, что мы по отношению к нему должны действовать именно законными методами. Мне кажется, это абсурдно. Хотя мои взгляды, честно говоря, ни Мамадаев, ни спикер парламента не разделяют. Но это мое мнение и, в принципе, намерение. Предупреждаю, против туда одну букву, если унесете, вот который впереди к вам ходит, мы ему накажем. Вам ничего не сделаем. Кто-то вам диктовал. Халой. Хотя, ничего, фамилии, что Халой солдаты. Не аж против туда, мы найдем. Подавляющее большинство жителей горных районов Чечни поддерживает президента Дудаева. Мы не часть России. Мы были, есть и будем суверенные республики. Мы хотим этого. И Дудаев символ независимости. Да, это наше знамя и символ. Мы за суверенное государство, только не России. Отделенные любым путем. Допустим, у нас семья, допустим, 5 человек. Допустим, семья состоит из 5 человек. Там, допустим, ребята там растут, правильно, по 18. Допустим, пусть 5 человек погибнут, ну не в составе России. Чечня, если была возможность, жила по шариату, было бы что-то. По шариату есть Чечня. По шариату был конституционный не суд, а был бы шариатский суд, вот тогда можно было что. Что бы это изменило? Изменил бы, народ испугался бы, народ без какой-то боязни не существует. А если шариатский суд был бы, допустим, если я скрывал что-нибудь, или я там убил человека, то мне отрубили в руку и все. Это было бы чистое доказательство. Одному это сделали бы, второй это не сделал. Для этого надо сразу рубить. Без рубки, допустим, эта рубка есть чистое кровопролитие. Без кровопролития исламское государство не создастся. Не может создаваться и не создается. Кровь прольем за правду. За правду. За правду. За правду. А где она, правда? Где она, правда? Правда, Дудаев. Свобода совести гарантирована Чеченской Республике Конституцией марта 1990 года. Граждане Чеченской Республики имеют право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, исполнять религиозные обряды и вести любую другую, не противоречащую закону религиозную деятельность. Сегодня исламское общество Чеченской Республики оказалось расколото на два лагеря, каждый из которых диктует нормы поведения и законопослушания по-своему. Параллельно действуют два высших органа духовного управления мусульман, два муфтията, возглавляемые каждый своим муфти, и каждый из которых почитается своими сторонниками за истинного, законного и единственного.
Накануне друг от друга оба муфтия отправляют своих прихожан на паломничество к святым местам в Мекке и Медине. Оба муфтия занимают вольные политические позиции. Один в поддержку президента, другой оппозиции. Следствием раскола общества по политическим и религиозным мотивам явилось то, что духовенство оказалось втянутым отнюдь не в миссионерскую деятельность по спасению душ верующих. Раскол усугубляет попытками дать противостоянию и этнический оттенок. В последнее время предпринимаются попытки разделить единый чеченский народ на собственно чеченцев, армянцев, мальхинцев, артсхоевцев, на равнинных, на внутренних и внешних. Предпринимаются попытки использовать многотейповый, многородовой состав народа в политических интересах. Конституционный суд Чеченской Республики для известных событий находился в здании парламента. 14 мая судьи перебрались в музыкальное училище. Какие меры принимались, какие не принимались? Кто решал? Как быть с сегодняшним состоянием вооруженных людей, которые как военные в полевое время? 28 апреля, или вернее сказать, со мной имел беседу по поводу указа о провозглашении Исламской Республики. Я в трехчасовой беседе, наверное, смог убедить, что мы не готовы еще. Дело в том, что ни я, как председатель Конституционного суда, ни президент, ни председатель парламента не владеет канонами Корана. Если я сегодня могу поднести Конституцию, как я могу читать его, то Коран я не смогу. И говорить сегодня, что мы готовы, общество готово принять Коран как Конституцию, я считаю, это кощунство и над религиозными чувствами верующих. Из шариатского канона, если хоть один человек в государстве ложится спать голодным, в этом винить шариат только президента. Как там назвать. Я убежден, что только святой путь поможет найти нам тот суд, мы говорим на каждом шагу. Вот эта Конституция, которую вы только что заметили на столе, она принята именно с преподнесением религиозных обрядов. То есть мы приняли ее как священную книгу для становления государства. Я констатирую, что простой труженик, простой гражданин Чеченской Республики, он более законопослушный, чем высшие должностные лица. О своем противоборстве исполнительной законодательной власти просто не замечают Конституцию. Они берут для оправдания своих действий строчки из статьи или слова, чтобы преподносить, что он прав. Конституционный суд, оценивая действия и решения президента Чеченской Республики, признал их неконституционными. Исследовав в судебном разбирательстве ряд постановлений парламента, пришли к выводу о неконституционности более 10 постановлений парламента. Я демократию не превращать в выяснение взаимоотношений властных структур. Все-таки у нас сейчас происходит повсеместно выяснение взаимоотношений. Я думаю, что вот именно эти действия в городе Москва и в другом, они больше выражают чаяние одного или группы должностных лиц, чем народа. Народу российскому и чеченскому вот это противостояние не нужно. Мне очень приятно, что вот это первое государственное учреждение, в которое мы приехали, и здесь нет охраны с автоматами. И не будет. Никогда. В Грозном на каждом шагу у нас проверяли документы люди с оружием. Идя через дорогу, оказываешься в другом лагере. Противоборствующие стороны постоянно ждут провокации от другой стороны. После вывода российских войск в Чечне оказалось 40 стволов. Практически в каждом доме есть оружие. Несмотря на то, что в республике сегодня 2 прокуратуры, 2 милиции, 2 кабинета министров, 2 власти, обострилась криминогенная обстановка.
Являются ли решения Конституционного суда для вас обязательными к исполнению? Если законы не противоречат Конституции, не противоречат тем законам и моим правам и обязанностям, и интересам государства. Только в этом случае усугубление ситуации не только не является обязательным, я обязан, как гарант безопасности государства, остановить и Конституционный суд. Вы сегодня принимали присягу у нового кабинета министров, и тем не менее не были названы министры силовые. С чем это связано? Эти структуры требуют изменений, полного изменения самой структурной схемы, перераспределения функций. Они требуют еще на 2 недели работы. На данный момент военные, милиция, кому безопасности, кому подчиняются? Главнокомандующий. То есть непосредственно вам? Непосредственно мне. И считается единоначален. Они говорят, для нас президент не власть. Как с этим бороться? Многовластие – оружие. Есть только одна. Другой власти здесь нет. Есть законы, есть правительство, есть конституция, есть правоохранительные органы, есть силовые структуры, которые обязаны заставить выполнить законное решение. И свергнуть незаконно, а те, кто провоцирует, привлечь к уголовной ответственности. Белрадио. Белрадио – это чудо-радио. Небольшое информационное сообщение. Как стало известно, информационным агентством всем, и в частности нашему информационному агентству, из источников неофициальной информации разблокировано парламента. Сегодня оно разблокировано, а еще вчера оно было заблокировано представителями нескольких военизированных группировок, которые защищали интересы нескольких представителей нашего правительства. Ну а в газете «Импульс» можно прочесть исковое заявление Грозинского собрания в суд на гражданина Дудаева. А сейчас вы услышите композицию Фила Коллинза. У нас в лексиконе появились совершенно ненужные им сегодня слова. Оппозиция, митинг, вооруженная оппозиция, танки, гранатометы, гвардия, муджахи. И самое страшное, когда 5-летний ребенок искивающими глазами смотрит на очередного, так сказать, вооруженного товарища и спрашивает у него: а ты за кого? За Дудаева или против? Разве можно было? Наверное, мы никогда не представляли себе, что такую нацию, как чеченцы, можно разделить на 2 половины. Противопоставить друг другу. Мы и сегодня не считаем, что мы противостоим тем на площади Свободы. Вы понимаете? Я больше чем убеждена, вы спросите всех, кто здесь стоит на этой площади. Мы не считаем, здесь собрались люди, которые пришли к пониманию того, что так дальше жить нельзя. Там стоят люди, которые на сегодняшний день для себя отождествили понятие суверенитета и понятие Дудаева. Дудаев и суверенитет неразделимы сегодня для этих людей. Но мне кажется, мы все, точно так же, как и Дудаев, хотим этого суверенитета, боролись за этот суверенитет, и каждый из нас внес частицу свою в то, чтобы эта республика стала суверенной. Но пока каждый из нас не будет себя в своей республике чувствовать свободной, ни о каком свободном государстве еще быть не может. За полный прошлый год учителя первую сентябрьскую зарплату получили в январе. И в начале этого года получили зарплату за 92 год. В народном образовании полный развал. Вся республика, все дети, все молодое поколение остается на 2-й год. Даже если будут... Нет, они переходят, но остаются на 2-й год, потому что занятия сколько раз прерывались. Здесь у нас институт и университет все закрыто. Этот год тоже выпуска нет, можно сказать. Они закончат год, но образования не будет. Если мои дети остаются без образования, я их прокормлю.
я лбом прошибу, как угодно, что угодно сделаю, но я их прокормлю. Но как они своих детей будут кормить, свое потомство будут кормить, я не представляю. А если человек не борется за свое потомство и за свое будущее, и без будущего, о каком суверенитете говорить, я не знаю. Речь, да, кому этот суверенитет нужен без будущего, без людей образованных, без людей умных, без людей, которые способны обеспечить своих потомков и так далее. О каком суверенитете речь может идти, я не знаю. Очень хотелось, чтобы ваша передача могла стереть в памяти русских имидж чеченца, который создан. Злого чечена. Злого чечена, да. Мне бы очень хотелось, чтобы ваша передача помогла создать другой имидж. Умного, нормального человека, трезвомыслящего человека. Поверьте, не все чеченцы такие, какими сегодня их в России представляют. Будьте здоровы. Привет. Привет россиянам. Привет. 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 Я вас очень прошу. Множество традиций хранит чеченский народ. Свадебные торжества – один из любимейших обычаев. Нам оглашают, что приближается свадебный исход, вызывает благословение и пожелание счастья. Отнюдь не пугает. Из времен окутанных дымкой бесконечно шли легенды о подвигах древних чеченских нартов, стяжавших себя отважных защитников Родины и справедливых правителей. И свидетели тому седовласые кавказские вершины. За годом брали снежные исполины на бесконечную череду людских судеб и поворотов истории. Шейх Мансур, тысячи безыменных героев, сложивших головы в Кавказской войне и в годы сталинизма, историческая память народа. Каким останется год нынешний, памяти народной? И будут ли сложены новые песни или об этом времени?